преграды. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Мы опять внизу, если кто-то помнит, мы когда-то здесь собирались. Но сейчас мы ненадолго, я верю, потому что у нас просто идут покрасочные работы и пыль такая краскопультом, когда красят, если кто знает, но там весь зал он покрыт такой мелкой пылью красочной. Здесь гораздо проще было убраться, чем там наверху, поэтому слава Богу за вас, что вы здесь, несмотря ни на что. Давайте мы поднимемся на наши ноги и мы помолимся, благословим наше собрание, и прославим Господа. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за Твою милость, благодать к нам. Благодарим Тебя за день сегодняшний, что мы здесь смогли прийти своими ногами для того, чтобы поклоняться Тебе, прославлять Тебя, назидаться от Тебя. Господи, мы просим Тебя, благослови наше собрание, почти нас своим присутствием. Будь посреди нас здесь. Делай все, что Ты хочешь. Двигайся, как Ты хочешь, Господь. Благословляем это собрание. Мы ожидаем от Тебя. И мы прославляем Тебя. Прими это хвалу.
Приди Святой, силе своей, сойди на меня и слей своей. Жду тебя, прекрасный, чудесный Дух Святой, и с каждым днем растет во мне любовь. Стремлюсь к тебе.
Божий. Давайте воздадим аплодисменты Господу. Доброе утро, драгоценное. Мы меняем свой каждый раз здание, не здание, вернее, помещение, но это все хорошо. Поднимемся, там будет красота. Слава Господу за все. Драгоценное. Давайте мы помолимся и вначале возблагодарим Господа. Аминь? Аминь. Аминь. Дорогой Господь, благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя и славим за все. Мы превозносим Твое святое имя, да будет оно благословенно, да святится Твое имя, Господи. Благодарим Тебя, что мы можем укрываться в Твоем имени, Господи, как в крепкой башне. Мы благодарим Тебя, Господи, за все. За Твою любовь безграничную, за спасение, по благодати и по милости Твоей, за Твое долготерпение, за Твою благость, за Твою верность, за Твою святость. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты однажды вошел в наши сердца. И мы теперь народ Божий, народ святой. Благодарим Тебя, что можем обращаться к Тебе, Авва, Отче, Отец Небесный. Слава Тебе и хвала. Слава за Сына Тебе, Господи. И мы так благодарны Тебе за все ответы на молитвы, Господи. Спасибо Тебе за этот чудесный дождь, который пролился на эту землю. Боже, мы молились о нем. Мы благодарим Тебя, народ. Воздайте хвалу Господу за этот дождь. Чудесный, летний, такой замечательный дикий дождь. Спасибо. Воздух стал чистый. Господи, благодарим Тебя, что мы можем это вдыхать, мы можем видеть это солнышко. Благодарим Тебя. Да изливается также из Твоих, Господи, просто сокровищ всех Твоих, из всех Твоих, Господь, закромов. Да изливается этот дождь, Господь, по всей территории Якутии, чтобы все пожары, они были погашены. Просто сверхъестественно, с небес, Господи. Мы благодарим Тебя, Боже, что пожары, Господь, они действительно угашают. Благодарим Тебя за тех людей, которых Ты поднял, Господь, которые пошли, Господь, для того, чтобы добровольцами, чтобы тушить, Господь, эти пожары, чтобы противостать этим стихиям, Боже. Благодарим за каждого, кто финансово, Господь, жертвовал. Благодарим за каждого, кто остался неравнодушным. Спасибо Тебе, Господь, за каждого. Благодарим Тебя и славим, Боже. Просто, Господь, склоняемся, преклоняемся пред Тобой. Мы также благодарим Тебя, Господь, за то, что дороги в городе, они делаются качественные, хорошие, Господь. Ремонт, он идет, Господь, дворов. И наш город становится все краше, Господь. Чудесный город, в котором мы живем. И мы благословляем, Господь, этот город, всех проживающих. И, конечно же, мы, как церковь, благословляем начальствующих и власти в этом городе, Господи. Да познают они Тебя, Боже. И да будет каждый Твой ребенок истинным светом, Господь, где бы он ни был, где бы он ни жил, где бы он ни работал, Господи. Благослови, чтобы двери, Господь, правительств, чтобы двери, Господь, всех руководителей, они были открыты, Господь. И в их кабинеты, и в их сердца, Боже. Чтобы пришло, Господь, свет Евангелия, он, Господь, распространялся. Чтобы сила Евангелия сопровождала, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы дары Духа Святого были явны, и ни в чем не было недостатка, как написано в Слове Твоем, чтобы Твой народ, Господь, он ходил и светил. И Твой народ, Господь, являл дела, которые Ты являл, Иисус. Благословляю каждого брата и каждого сестричку, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа. Да будет высажена Твоя благодать, Господь, чтобы дерзновенно это делали, Господь, чтобы не было никакого смущения в сердце во имя Иисуса. Мы также благодарим Тебя, Господь, за то, что есть финансы и есть, Господь, физические люди, которые делают ремонт в здании, Господь. И мы знаем, что ни в чем не будет недостатка во имя Иисуса Христа. Да будет так, Господи, как было, когда строили храм, что Кто сказал, хватит, достаточно нести. Да будут также жертвенные, Господь, сердца Твоих детей во имя Иисуса Христа, чтобы все было сделано чудесным, наилучшим образом во имя Иисуса. Благословляем, Господь, всех строителей, которые трудятся, чтобы они делали это, Господь, от души, делали это качественно.
качественно, Господь, добросовестно, Господи, во имя Иисуса. И благословляю ручки, Господь, время братьев и сестер, которые приходят и добровольно, Господь, это делают, Господь, с радостью служат в Доме Божьем. Спасибо Тебе за все. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что мы можем предстоять сегодня пред Тобою. Вот как мы есть. Каждый пришел. Это уже, слава Богу. Я сегодня встретила сестричку. Она говорит, слава Богу, уже пришла. Когда я спросила, как ее здоровье. Я же пришла. Да, действительно, драгоценные. Цените это. Мы пришли своими ногами. У нас всех есть, Господь, здоровье. У нас есть что одеться. Мы все сытые. Слава Тебе и хвала, Господь. Благодарим и славим. Да будет Твоя благодать, Господь, и впредь изливаться обильно на каждого, Господь, на каждого жаждущего во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Да не будет ни в чем недостатка, Господи, ни в чем, ни в финансах, Господь, никакая нужда, Господь. Да Господь, не застави склониться на колени, но только пред Тобой, Господи, только пред Тобой. Упование наше да будет на Тебя. Благодарим Тебя, Господи, и славим за все. И если есть какая-то нужда у детей Твоих, Боже, пока мы на земле они будут, мы просто так же, поверь сейчас, драгоценные, просто сейчас. Вот представьте, что это престол благодати, а он здесь и есть. Вы просто положите у престола милости, у престола благодати, каждый свою нужду. И мы все, как церковь, мы соглашаемся молиться об этом. И, Господь, высвобождаем Твою силу, высвобождаем Твою благодать, Твою милость, Господь, из того, кто Ты есть, из естества Твоего, Господи. Исцеление высвобождаем, Твою божественную силу, Господь. Да будет покрыта всякая нужда, да будут исцелены каждый орган, Господь, который поврежден. Да придет регенерация, Господь, омоложение, Господь, в каждую клеточку во имя Иисуса Христа. Народ Твой должен сиять, должен, Господь, процветать во всех отношениях. И это, Господь, процветание да будет видно, чтобы видели разницу между служащим Господу и неслужащим Ему. Господи, благословляю Твой народ Твоим святым именем, Господи, преуспеванием и процветанием. Во славу Твою да будет все так. Аминь. Аминь. Добрый день еще раз всем. Знал, что мы будем вот на первом этаже собираться. Объявление читали, да? А для кого сюрприз был? Есть такие? Знаете, я до последнего думал, что мы, хотел убраться на втором этаже, и чтобы мы собирались в зале, потому что там лучше. Но если кто-то поднимется, там просто столько грязи от краски, что слава Богу, что мы можем здесь собираться. А кто помнит, что мы здесь собирались? Я помню, потому что у меня руки мерзли. Микрофон держать, примерзали. Я верю, что мы здесь ненадолго. Мы делаем покраску потолка, и я не ожидал, что это будет занимать так много времени. То есть, чтобы покрасить полностью потолок, требуется 2 дня. То есть на 1 слой. И вот мы покрасили вроде бы на 2 слоя. И вчера, это причем с 9 утра до 9 вечера. Они работают по 12 часов. Вот, и все равно 2 дня уходит. Но я верю, что на следующей неделе мы должны, наверное, закончить это. Там у нас будет еще электрика, штрабежка стен. И, то есть это тоже пыльные работы очень. Максимум еще мы одно воскресенье здесь. Я надеюсь на это. Может быть, даже Господь, если даст, мы поднимемся наверх. Но так здорово, что нам не нужно бежать куда-то, искать помещение, арендовать зал, как когда-то мы делали. Просто огромное спасибо всем, кто приходит и помогает здесь убираться, расставлять. И мы постараемся делать это заранее. В этот раз мы очень поздно сообщили. Я понимаю, что если писать в тот же самый день, в пятницу, что сегодня нужно прийти, для многих это напряжно получается. Но бывает, меняются люди. В прошлое воскресенье были другие. Огромное спасибо всем.
Вот, и я вот смотрю на Славу, на Вячеслава Воронина, когда он тоже пришел, он помогал и все это расставлял. И я просто помню те времена, когда мы это делали на каждое собрание. И то есть мы ехали куда-то, везли аппаратуру, потом это все дело расставляли. После собрания мы это все собирали, все кабеля в коробке увозили там, и жизнь-то налаживается, ребят, как бы в том смысле, что мы давно этого не делали. Может быть, уже возраст как бы немножко другой. То есть тогда было больше энергии и было все веселее и задорнее 30 лет назад. Но тем не менее, это, знаете, это здорово иногда так вспомнить вообще какие-то вещи. Мы уже даже начали не находить какие-то, ну, кое-что из, ну, незначительные части оборудования, но тем не менее не хотелось бы, конечно, терять. Вот, вот батарейки от микрофона вот пропали. Аккумуляторы, в смысле, одна пара. Так что если он это перестанет работать. И также я бы хотел сказать, мы сейчас будем собирать десятины пожертвования. И если вы первый раз в церкви, и вы не понимаете, что происходит, это не побор. Вы не обязаны этого делать. Поэтому просто не делайте ничего, чего вы не понимаете. Но если вы люди, вы давно в церкви, вы ходите, вы знаете, почему вы это делаете, давайте мы будем давать. Можно вот тоже бедро пустить. И сейчас мы просто все деньги целенаправленно мы пускаем на ремонт. Планов много. Как бы, да, посмотрим, как Господь даст, что мы будем делать, на что у нас хватит сил, средств. Но я надеюсь, что мы более-менее мы должны закончить второй этаж, чтобы нам войти как бы в зиму. И вообще планов очень много. Есть планы купить нормальный свет, которого у нас никогда не было. Сценический имеется в виду. А все, что касается сценических вещей, я не знаю, почему все так дорого. Например, оборудование, хорошие микрофоны, хороший свет. Пусть Господь благословит каждого, кто дает. И вы не вставайте, я помолюсь. Хорошо? Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо вообще давал в нашей церкви. И благослови, чтобы у них все было в жизни хорошо, в финансовом плане и во всех остальных сферах. Потому что Ты сказал, что Ты благословишь каждого. Я прошу Тебя, Господь, благослови обильно. Пусть ни в чем не имеет нужду. Пусть всегда будет достаток, на все будет хватать. Пусть они дают в долг всем, а сами ни у кого ничего не берут. Пусть это будет реальностью. Пусть будет радость, мир в сердцах, в домах. Аминь. 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 И что еще сказать? Погода, да, слава Богу. Мы вчера вечером мы ходили в гости, и вечером я увидел закат. Знаете, я так давно заката не видел. Как мало человеку надо для счастья, да? Но когда это у тебя постоянно, и ты как-то ты не ценишь это все, да? И вот важно быть вот довольным на самом деле и помнить, что какая-то радость вообще, что ты проснулся, глаза открыл, встал на свои две ноги, которые у тебя есть руками. Потому что когда у тебя это есть постоянно, как ты думаешь, ну на самом деле все может очень быстро измениться, да, и как-то, поэтому быть благодарными. Слава Богу. И сегодня у меня такая тема проповеди. Мы не будем затягивать, мы как бы все так делаем, потому что и лето, и вообще у нас строители придут в час, потому что им нужно работать. Вот хорошо тоже, что еще работники такие есть. То есть им надо говорить, что нужно взять выходной. Ну, потому что они говорят, что сейчас сезон, и железо, не отходя от кассы. Вот. Я говорю, ну у нас никак не получается, потому что работает компрессор, и ну, все бы здесь жужжало сейчас. А так никто не жужжит. И тема проповеди, знаете, кто смеется последним. И на самом деле, наверное, одно из самых таких великих вообще вот, как сказать, великих счастий, одно из наибольших
наибольшее счастье для человека, для женщины, это иметь ребенка. И материнская любовь это, ну, что-то вот такое, да. То есть, когда у тебя есть свой ребенок, и когда женщина, она родила сама, это, ну, что-то особенное, да. И бывает так, вот в Библии есть история про одну женщину, которая не могла родить, не могла зачать, была бесплодна и достигла уже преклонного возраста. И когда она достигла преклонного возраста, уже она состарилась, она просто взмолилась, и она кричала, и она говорила Богу, что как так? Дай мне ребенка. И имя этой женщины Сара. И в один день, да, Бог, Он проговорил Саре и сказал, что несмотря на то, что она всю жизнь была, во-первых, бесплодна, то есть они всю жизнь пытались, и так ребенка у них и не было. А помимо этого, она еще и состарилась потом. То есть у нее уже произошли необратимые процессы в организме, то есть ей было 90 лет, она достигла такого возраста, когда женщина, она уже просто не может забеременеть. И тогда Бог, Он ей сказал, что у тебя будет ребенок. И она засмеялась. И на самом деле она даже назвала потом сына Исаака, да, что означает смех. Там, я рассмеялась. Интересная вещь, да, и я вам хочу сказать, знаете, вот как бы, бывают такие детские книжки, вот библейские истории пересказывают, вот там, 101 история, и в краткое такое изложение всевозможных там вот историй, которые вот значимые. И очень часто про Сару никто нигде не говорит. Знаете, потому что, про ее веру имеется в виду. И на самом деле у многих вообще вот как бы проблема с этим, потому что кажется, что у нее как-то, не очень с верой. Вот когда Бог тебе говорит, что у тебя будет сын, и она засмеялась, да. Но вот в Евреям 11 глава, 11 стих написано, знаете, да, 11 глава Евреям, это глава веры, где вот там все перечисляются мужи, женщины веры, и Бог, Он говорит какие-то, то есть хорошие вещи, да, о том, что вот люди, с которых можно брать пример. И в 11 стихе в этой главе написано: «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Интересная вещь такая, вы знаете, я когда... Я вот не знаю, кто какие Библии, да, читает. Имеется в виду, да, переводы или... Кто-то читает Библию в бумажном варианте до сих пор? А кто читает в электронном? Смотри, у нас 50-50. То есть есть еще староверы, которые знают, что такое бумажная версия. Но на самом деле очень удобно читать в электронном виде, потому что, если у тебя есть либо планшет, либо компьютер, потому что на телефоне кому-то уже зрение не позволяет буковки мелкие видеть, но там всегда можно увеличить шрифт. То, что я ценю, это всегда можно, в мгновение взять и посмотреть совершенно другой перевод, да? Потому что мы читаем в синодальном переводе, то, что вот у нас есть и общепринятое. Но существует множество переводов, и, знаете, есть такой сайт biblia.by, bible.by. Есть самый знаменитый сайт, у них очень знаменитое мобильное приложение, я вот недавно видел, у нас многие люди ставили, это bible.com. Да, и если туда зайти, они предлагают приложение скачать. Там есть планы по чтению Библии, там есть регистрация, там можно общаться в группах с кем-то, обсуждать какой-то стих. Вообще классно. Но вот чем мне нравится сайт bible.by, я так понимаю, видимо, белорусский. Там нет английских переводов, вот это, наверное, минус, или вообще всех других. Потому что на .com там есть любой язык мира вообще, который существует. Якутский я не знаю, в смысле у нас нет, да, полноценного перевода. Но помимо этого, там знаете, что можно сделать? Там есть все комментарии. Ты можешь взять, например, выбрать стих и посмотреть все комментарии, которые есть. Там Далласская семинария, Лопухины, Иоанн Златоуст и так далее, и так далее. То есть там их все, что есть, кто когда-либо писал, ты можешь почитать и посмотреть.
И еще есть классная такая вещь, ты выбираешь просто стих, и у тебя, например, вот там есть 15 переводов на русский язык. И все 15 переводов этого стиха, они есть. К чему я это говорю сейчас? Знаете, я просто посмотрел вот этот стих, который мы прочитали, Евреям 11 глава, 11 стих. И интересная вещь, 15 переводов на русский. И вот все древние переводы, ну, древние, старые переводы, да, более-менее, там везде так и говорится: верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени. Ну, вы знаете, вот, например, новый русский перевод, который я часто беру, знаете, что там говорится? Верою Авраам стал отцом. Хотя и сама Сара была бесплодна, и он уже был стар. И еще есть 4 перевода помимо этого, где про Авраама говорится. Я взял, там, знаете, там тут же можно, там есть греческий оригинал, есть слова, есть словарь Стронга, и там нет слова Авраам от слова совсем. Там говорится только про Сару. И меня это натолкнуло на мысль, что у людей проблема вообще с тем, чтобы вот перевести так, знаете, что у Сары была вера. Вот она там засмеялась, и вот такие вот вещи, я думаю, они вот, ну, я не знаю, я даже не знаю, по какой еще причине. Потому что вот есть греческий, да, и там Сара. Там про Авраама в этом стихе нет ничего. Про Авраама говорится несколько в другом стихе. И вы знаете, на самом деле Бог, Он похвалил здесь Сару, да, за ее веру. И она была важна для Бога. И Он хотел, я думаю, Бог, Он хотел таким образом показать нам, чтобы женщины вообще во всем мире, веками и остальные, то есть другие люди, они также восхищались ее верой. И на самом деле Сара вообще одна из самых упоминаемых женских имен, да, в Библии. Ну, то есть именно это Сара, это женщина. Я вот, например, ну, сейчас тоже вот еще преимущество, ты можешь забить слово в поиске, тебе не нужно там симфонию открывать какую-то бумажную. Вот 57 раз у меня вышло, то есть ее имя, оно упоминается в Писании. Но я думаю, что проблема для многих людей, что Сара, она вот такая, ну, как-то не впечатляет. Вот своей верой там вот. Бог ей что-то сказал, она взяла, посмеялась в тряпочку. И когда вот конкретно речь заходит про ее веру, для многих людей, ну, как-то не очень. Многие люди помнят, да, что ей исполнилось 90 лет, когда она родила Исаака. И многие люди, они могут помнить, что она рассмеялась, когда Бог ей сказал, да, что у тебя будет сын в таком вот возрасте. И даже кто-то может вспомнить, что Сара на самом деле была очень красивая женщина. До такой степени, что когда они с Авраамом, ну, Бог сказал Аврааму пойти, да, в землю ханаанскую, когда они уже стояли, они должны были войти, и он сказал Саре: слушай, ты настолько красива, мы туда придем, меня просто грохнут, тебя заберут к себе, давай ты скажешь, что ты моя сестра. Вы помните, да? То есть он уговорил ее на это. И, наверное, ну, все, да, как бы вот из этой истории. Но здесь, да, в Евреям 11 глава, 11 стих, Бог говорит, что верою и сама Сара впечатляет. Что же конкретно, да, вот она сделала еще раз. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Но вот, если вот то, что я говорил, да, вот если вспомнить историю, ну, вроде бы как-то что-то, что они там в Евреям написали, да? Я помню, что, да, то есть, вот, кто если читал, я перечитывал, ну, вот это Бытие, перед тем, как готовить проповедь, и что там происходило? Когда Сара, она услышала, когда Бог вот уже сказал, да, что я вернусь, да, вот там в это же время, в следующий год у тебя будет ребенок, и она засмеялась. И Бог, он говорит Аврааму, да, а что там Сара-то смеется? Как будто она не верит, да, что у меня есть сила сделать это. И когда ты это вот читаешь, ну как-то, ну как это сопоставить с тем, что у Сары была вера? Вы понимаете, да, о чем я? Ну как-то странно вроде бы. То есть как-то не звучит, что у женщины вообще была какая-то вера во все это. Давайте мы посмотрим на эту историю, да, вот отмотаем.
немного вот от этого момента, когда это произошло, то есть за 25 лет до того, как вот Сара родила, то есть ей было 90, за 25 лет до этого Бог, Он проговорил Аврааму, вернее, тогда он еще был Авраам, да? Потом он его назвал Авраам, что значит отец многих народов, да? Но здесь, это Бытие 12 глава, с 1 по 2 стих. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в земли, которые я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». И там дальше благословлю тебя и так далее. Если он говорит, что я произведу от тебя великий народ, это подразумевает, что у него будут дети. Да, как минимум один. Потому что, есть обещание, но с этим была проблема. Потому что у Сары и у Авраама, у них не было вообще детей. И ты не можешь стать отцом многих народов или произвести там, какой-то народ, если у тебя нет ни одного ребенка. Но здесь Бог, Он говорит, что если ты пойдешь, если ты поступишь так, как я тебе говорю, да, то я позабочусь обо всем, я произведу от тебя народ великий. То есть я то, что пытаюсь донести, это здесь есть обещание, что у тебя будут дети, да? Понимаете? Итак, то есть Аврааму было в этот момент уже 75. Саре было 65. Через 10 лет, давайте мы перемотаем на 10 лет вперед. То есть Саре уже 85, Аврааму 85, Саре 75. И прошло 10 лет после вот этого обещания. То есть пойди туда, я произведу от тебя народ великий. И вот они пошли, они там что-то делали, прошло 10 лет. И Авраам, что происходит? Бытие 15 глава, 2-6 стих. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и посчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Хорошо, да? Еще несколько лет прошло, уже после этого. То есть он взмолился, Бог ему сказал, что у тебя будет твой потомок. Он говорит уже, вот у меня управитель, есть там какой-то сириец, да, араб работает, и все на мое наследство, оно достанется ему, у меня нет детей. Он говорит, у тебя будет твой наследник. И прошло еще время, да, то есть им было 75, здесь уже 85 ему. И Сара начинает нервничать. И у нее возникает блестящая идея. Бытие 16 глава, 2 стих. «И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Вы знаете, да, что у Сары была служанка, египтянка, Агарь. И, в общем, у нее был такой вот план, что раз я не могу, может быть, тогда давай вот возьмешь себе еще одну жену. Это она сама предложила. Да? И таким образом у нас будет ребенок. И я не буду касаться вообще, вы знаете, да, что это был Измаил, который родился, и, в общем, впоследствии они до сегодняшнего дня, того, что вот как бы Сара, она решила помочь Господу в этом, да. И про Авраама тоже ничего не сказано, да. Авраам согласился с ним. Но на самом деле это была плохая идея, да, которая до сих пор аукается вообще и Израилю, вообще всем. И это была идея Сары.
Она устала ждать, когда исполнится вот это вот обещание Божие. Уже столько лет прошло. Сначала там 10, и потом еще там 5 или 10. Почему женщина с великой верой, она вообще может предложить такое решение вопроса? Я не знаю. Но когда вот это все произошло уже, да, и Агарь она родила, и вы знаете, там даже уже тогда возникли проблемы. То есть служанка, она сразу стала возноситься и говорить, ну то есть она родила, а Сара она до сих пор не родила, и как бы и так далее. Но через 15 лет после этого Бог, Он посещает, да, Авраама и Сару, и Он говорит, что у Сары будет ребенок. И она смеется. И, ну, как-то не очень, да, звучит, вот, что это женщина, у которой есть вера глубокая какая-то, которую стоит упоминать, что вот Сара, она имела веру, что Бог, Он там верен обещавший. Что же происходит здесь вообще? Почему так? Откуда мы узнаем, что у Сары вообще вот были все вот эти вот мучения душевные, что были вот эти сомнения, что вот это все происходило? Откуда мы это узнаем? Из Библии? А кто это поместил в Библию? Это Бог поместил, да, потому что написано, что все Писание, оно богодухновенно. И я думаю, что Он сделал это специально, чтобы мы видели, что у него вообще творилось в душе, и что вообще происходило. И что у нее были сомнения. Что же Бог пытается? То есть очевидно, что Бог, Он пытается что-то нам показать. Вы согласны? Но что? Знаете, вот мое личное мнение. Я верю, что Бог, Он пытается нам показать, что даже если у человека есть действительно великая вера, у него все равно могут быть сомнения. Еще раз я хочу повторить, что иметь большую веру, это не означает, что у тебя не может быть сомнений. У Авраама были сомнения. Мы здесь вот читали, что у Сары были сомнения. Иаков, которого Бог потом даст новое имя, Израиль, да, у него были сомнения. У Моисея были сомнения. Иисус Навин, у него тоже были сомнения в свое время. Давид, у него были сомнения. Исфир. Если взять вообще вот всех людей, которые перечислены в 11 главе Евреям, у каждого человека у него были какие-то сомнения. Это герои веры. Я вам просто буквально пару мест Писаний приведу, да, вот Давид, который написал все псалмы, да, ну или там, большинство. 12-й псалом, 1 стих, он пишет, «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня». Пророк Иеремия писал, книга «Плач Иеремии», 5 глава, 20 стих. «Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время?» У людей есть сомнения. То есть ты не можешь, знаете, сомнения не могут закрадываться, они могут приходить, как вот мысли какие-то такие не очень хорошие. Еще раз, у людей веры могут быть сомнения. Но вы знаете, что их отличает от остальных людей? Они не остаются там. Они не остаются в этих сомнениях. В конце концов, они делают осознанный выбор верить, несмотря на то, что они видят, и несмотря на свой опыт. Знаете, кто-то, я читал такую фразу, кто-то из верующих, ну уже современных, кто-то из проповедников великих, он сказал такую фразу, что иногда тебе нужно посмотреть реальности в глаза и отказаться от нее. Или, как еще кто-то сказал, что вера помещает Бога
между нами и реальностью. Ну, то, что я хочу донести, это вот мысль, что, ну, нет ничего необычного в том, чтобы у людей веры возникали сомнения. У верующих, глубоко верующих, если ты человек. Ну, у тебя могут возникать сомнения. Но где-то, в какой-то момент, если ты собираешься быть действительно человеком веры, тогда ты должен принять решение, что ты будешь доверять Богу и отложить в сторону, да, все сомнения. И вот тогда твое хождение по вере, оно начинается. Каким образом мне вот дойти до такой вот точки, да, когда начинается моя вера? Я вот недавно я вот в одну группу отправлял, знаете, такие картинки. У нас есть в России православный священник, Островский фамилия, как наш Володя Островский. Ну, только не Володя его зовут. И он такой, знаете, на молодежь заточенный. У него 500 000 подписчиков в Инстаграме. Они где-то строят храмы, он такой, знаете, ну, такой прогрессивный, такие шутки у него. Ему там прихожанка спрашивает в Инстаграме: охладела в молитве, как обрести горячую молитву? Ответ: заболеть. Одно слово. Ну это так. Знаете, как один из проповедников сказал, что я читал у него такую вот мысль, что он говорит: я в свое время молился для того, чтобы у меня была сильная вера. А она все не приходила и не приходила. Я думал, что вера, она как молния ударяет, так возьмет меня, поразит, и я буду такой весь ходить. Но потом однажды я, говорит, читал послание римлянам, где написано, что вера от слышания, слышание Слова Божьего. Я, говорит, в этот момент закрыл Библию, отложил ее и помолился о том, чтобы у меня была вера. И потом я открыл Библию и начал читать, изучать ее. И говорит, моя вера с той поры, она росла постоянно. Потому что вера, она от слышания Слова Божьего, да? И здесь, вы знаете, я думаю, что Сара, она стала женщиной веры, когда она услышала Бога. И когда она услышала Его, ее сомнения не стали растворяться, исчезать. Давайте мы посмотрим, да, вот еще раз, Бытие, 18 глава, 10 стих и дальше, с 10 по 15. И сказал один из них: я опять буду у тебя в это время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это Сара рассмеялась? Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. Сара же не призналась, а сказала: я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал: нет, ты рассмеялась. Вы знаете, я не думаю, что Бог, он как бы был здесь задет вот смехом Сары. Ну, имеется в виду, что она оскорбила его, или что вот она осознанно так вот поносила Бога, да? Я как-то вот прочитал, знаете, вот про смех такую вещь, что одна из удивительных вещей вот по поводу смеха, что он происходит неосознанно. И ты не решаешь, вот посмеяться мне сейчас или не посмеяться. Ну, бывают такие люди, когда шуток не понимают, и вот он там что-то пытается, но вы понимаете, да, о чем я? То есть выглядит это ужасно и неуместно. Но что я хочу сказать, что
нормальном состоянии мы осознанно, да, мы не решаем, мы не производим смех осознанно. Именно поэтому, да, очень тяжело, ну, засмеяться, когда тебе говорят, ну-ка, посмейся. Да, или что-то вот, ну, такое. Смех это, вы понимаете, да, здесь вот ситуацию. Я думаю, что это то, что произошло с Сарой. Вы представьте, она всю жизнь была бесплодна, дожила до 90 лет, и тут она слышит, что у нее будет ребенок через год. Она просто, ну да, 90 лет жила, ничего не было, все давно закончилось уже, яйцеклеток не осталось. Ну, я не думаю, что она знала вообще про какие-то яйцеклетки тогда. Но, тем не менее, вы понимаете, о чем я, да? Сейчас мы с точки зрения науки можем сказать, а вообще как это возможно, да? Просто, когда шли все вот эти годы, у нее, понятно, у нее начинались сомнения. Вы понимаете, да, о чем я? Но сейчас Сара, она услышала, когда Бог, Он проговорил. И Он сказал, три вещи. Первое, она услышала, что Бог, она про себя рассмеялась. Она где-то там стояла, там, за шатром. Но Бог, Он ее услышал. Как будто она была, непосредственно в шатре. А она не думала, что Он может ее услышать. Но она забыла, что это был Бог, да? Потому что ты можешь там за 5 километров находиться, или под кроватью себя дома спрятаться. Но Бог, Он знает, да? Все твои переживания, внутренние мысли. И вторая вещь, да, знаете, здесь Сара, она лично сама услышала, как Бог, Он сказал, что у нее будет ребенок. Потому что вот до этого времени, до этого момента, Бог, Он все время говорил с Авраамом. Ну и здесь Он тоже говорил с Авраамом. Она услышала просто это своими ушами. Но до этого она не слышала. Бог, Он говорил Аврааму все время. Но здесь она услышала, что в следующем году я буду здесь, и у Сары будет сын. И в-третьих, да, она, возможно, она вообще никогда даже об этом не думала, да. Бог, Он сказал, если что-то невозможное для Господа, если что-то невозможное для Бога, коротки ли руки, Он говорит у меня, да, вот сделайте это. Знаете, многие люди, они, вот ты живешь, у тебя проблемы твои наваливаются, и ты вот как-то, у тебя вот проблема с пониманием этого, что для Бога нет ничего невозможного. Ты смотришь на обстоятельства, которые вокруг тебя, и ты думаешь, что, не знаю, думаешь, что Бог, Он не справится, что Он недостаточно велик. Но в какой-то момент ты должен сам лично, да, осознать, что и решить, что ты будешь доверять Богу. Бог, Он задает тебе вопросы. Есть ли что-то невозможное для тебя? И на самом деле, знаете, этот вопрос, Бог, Он задавал в Ветхом Завете различным пророкам, народам, временам. Если посмотреть, я просто пару мест Писания буквально приведу. Или даже одно. Исайя 50 глава, 2 стих. Бог, Он спрашивает Израиль, да, народ израильский. «Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать?» Когда народ израильский, он усомнился в Нем. «Разве рука моя коротка стала?» Знаете, вот такой пример, представьте себе, женщина невысокого роста, 1,50 м, пытается дотянуться до верхнего шкафа на кухне и достать оттуда банку. И она не может. Она ставит стул, встает на него и все равно не может. Потому что роста у нее не хватает. Но у нее есть сын, который под 2 метра в баскетбол играет. И она просит его, достань мне, пожалуйста, банку. Потому что я не могу, но ты можешь достать ее. Да?
Вы знаете, вот в этом заключается вера. В этом вся суть веры. Когда ты достигаешь такой точки, когда как бы ты ни пыжился, что бы ты ни делал, ты понимаешь, что ты не можешь этого сделать. Но Бог, Он может. И ты можешь Его попросить, и Он дотянется, и Он сделает. Потому что у Него руки не коротки. У Бога не короткие руки, чтобы помочь тебе. Ефесянам 3 глава 20 стих написано. Здесь про Бога, да. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Я думаю, что вот это вот, это то, что поменяло вообще, поменялось с Сарой. Она услышала Бога, и она поверила Ему. И в конце концов, да, она сказала потом, вот Бытие 21 глава, 6 стих. И сказала Сара: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. В 90 лет родить. Она родила, да, сына, которого обещал Бог. И казалось бы, мы вроде бы подошли как бы к концу истории, да, вот она, вся история, она в этом. Но вы знаете, когда ты думаешь о рождении вот Исаака, этого сына, который был обетован, да, и что вот это вот был последний смех, да, то есть она последняя рассмеялась. Но на самом деле это еще не конец истории. Поверите вы в это, не поверите, апостол Павел, он говорит нам, что когда Сара, она родила Исаака, то вот рождение Исаака – это отражение, прообраз нашего спасения. Галатам 4 глава, 22 по 23 стих. Ибо написано: Авраам имел 2 сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И смотрите, 28 стих. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Я сильно углубляться в это не буду, чтобы нам еще одну проповедь сразу не начать, не закончив эту, да. Но то, что я хочу сказать, то, что донести, это Сара, она не могла ничего сделать для того, чтобы забеременеть. В смысле, она пыталась, они с Авраамом вместе пытались годами, но ничего не происходило. Ничего не происходило. И вы знаете, таким же образом Библия говорит, что никто из нас не может ничего сделать для того, чтобы получить спасение. Ты можешь своими силами пытаться и делать добрые дела, и пытаться заслужить и годами, но ничего не получится. Потому что ты не можешь заработать или заслужить спасение. Ты не можешь попасть на небо добрыми делами. Единственный путь, единственный способ, когда Сара, она забеременела, это потому что Бог, Он сделал обещание, да, обетование, что у тебя будет ребенок. Потому что она была слишком уже стара для того, чтобы забеременеть каким-то любым другим способом. Только по обетованию Божию. И единственный путь, единственный способ для нас получить спасение, это потому что Бог, Он сделал обещание. Потому что Он сделал обетование. Потому что любым другим способом мы слишком грешны для того, чтобы получить спасение. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Другими словами, ты не можешь заработать свое спасение. Это дар Божий. Дар это означает подарок. Это бесплатно. Это не заслуживается.
Это то, что Бог, Он обещал нам. Но есть условия для принятия этого дара, бесплатного. Да. Прежде всего, ты должен верить, что Иисус Христос, Сын Бога Живого, да? И что Иисус это единственный путь, через который можно получить спасение. Второе, ты должен признать, что ты грешник. Что ты лишен славы Божией. Третье, ты должен исповедать Иисуса как своего Господа и Спасителя. И четвертое, потом принять водное крещение, да? Аминь. В принципе, все, что я хотел сказать. Я не знаю, пытался я донести и донес ли я то, что даже у великих мужей веры и женщин веры могут быть сомнения. Это во-первых. Но мы принимаем когда-то решение, и мы отказываемся. Тонкая грань здесь. То есть я не призываю к сумасшествию, да, то есть отказываться от реальности, но вы понимаете, да, о чем я. Потому что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, написано, да. Этого нет еще. Если ходить просто реальностью, ну, это не поверить. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся. Аллилуйя, Господь. Господи, мы благодарим Тебя за милость, Твою благодать, за Слово Твое, за то, что у нас есть такие примеры людей, которые имели веру. Господи, дай нам иметь великую веру. Дай нам научаться, дай нам видеть в том, чтобы мы читали Слово, чтобы мы слышали, чтобы мы получали веру, и чтобы она росла. Во имя Иисуса, да будет так. Аминь. Аминь. Я хотел спросить, есть ли у нас люди, которые ни разу не молились молитвой покаяния, и вы бы хотели это сделать, вы бы хотели принять Христа как своего Господа и Спасителя? Если кто-то есть, я